Сайты онлайн-акции «Бессмертный полк» подверглись хакерским атакам. Об этом сообщили организаторы акции. По их словам, было произведено свыше 9 миллионов запросов к сайту. Мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера. Сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Мы постоянно твердим о том, что не должна прерваться связь поколений, что память о подвиге наших героев нужно беречь как зеницу ока и трепетно взвешивать в наших детях, в новых поколениях. И вдруг такое. Это, конечно, вызывает возмущение, и иначе как предательством это и не назовешь. Сегодня мы не можем применить законы военного времени, но современные законы, думаю, в таких случаях использовать нужно по максимуму. Бессмертный полк этим занимается. Материалы в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет России. Возможностью поучаствовать в онлайн-шествии воспользовались более 3 миллионов человек. Каждую заявку с фотографией погибшего героя рассматривали отдельно. В ходе модерации заметили случаи оскорбления подвига погибших героев. Например, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей, вождей и офицеров нацистской Германии. При модерации «Бессмертного полка» наши волонтеры действительно сталкиваются с историями, в которые бывают загружены фотографии немецких деятелей, немецких офицеров. Отметить, что фотографии немецких офицеров, немецких солдат зачастую загружаются под русскими именами, условно скажем, Иван Иванов. И, естественно, такие заявки очень сложно модерировать, потому что под такими заявками бывает так, что они прописывают какой-то красивый боевой путь русского солдата, но загружают фотографию немецких деятелей. С этим очень сложно работать, и спасибо всем ребятам, которые модерируют «Бессмертный полк» и так пристально изучают каждую заявку, каждую историю.